Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Российские налогоплательщики активно пользуются амнистией капитала. Количество задекларированных контролируемых иностранных компаний с начала текущего года уже выросло на 50%. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин. Скажу сразу, что второй этап добровольного декларирования зарубежных счетов и активов проходит активно. Это говорит о возрастающем доверии к российским налоговым органам, заявил Мишустин. Напомним, что амнистия капитала стартовала в Российской Федерации с 1 марта текущего года и будет продолжаться до 1 марта 2019 года. В рамках амнистии налогоплательщики могут задекларировать иностранные счета и активы и избежать налоговых претензий к ним в будущем. Все российские ЗАГСы начнут работать в единой облачной системе с октября текущего года. С этого момента в этой структуре будет действовать централизованная информационная система. Она позволит упростить и унифицировать работу 15 тысячам сотрудников ЗАГСов. Все они будут с октября работать в онлайн-режиме в едином облаке по единым стандартам и правилам. Благодаря единому реестру не придется больше пересылать бумаги из одного ЗАГСа в другой, а тем более направлять отчетность на бумаге федеральным органам исполнительной власти. Статистика будет автоматически доступна в среде электронного правительства. Минфин Российской Федерации на аукционе 27 июня предложит облигации федерального займа на 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Ведомство предложит облигации с погашением в мае 2034 года на 10 миллиардов рублей, а также облигации с погашением в феврале 2024 года, а также на 10 миллиардов. На предыдущем аукционе, который состоялся 20 июня, Минфин Российской Федерации разместил облигации федерального займа с погашением в ноябре 2022 года на 7 миллиардов 220 миллионов рублей при лимите в 10 миллиардов. При этом спрос составил 24 миллиарда 760 миллионов рублей. Минэкономики России подготовила масштабные поправки в Земельный кодекс, которые устраняют неопределенности при согласовании правового режима земель и видов разрешенного использования земельных участков. Законопроект уже одобрен правительством и в ближайшее время должен быть внесен в Государственную Думу. В частности, законопроект снимает запрет на строительство жилья на землях фермеров, но при этом закрывает возможность коммерческого строительства на сельхозугодиях. Кроме того, он амнистирует уже построенные с нарушением разрешенного вида использования земель здания и постройки и дает регионам возможность самостоятельно решать вопросы оборота сельхозземель. Компания «Алроса» должна меняться. Это обусловлено изменением глобального рынка. Об этом в Рио главы республики Айсен Николаев заявил 26 июня во время годового общего собрания акционеров «Алроса». Мы сегодня это понимаем и поддерживаем руководство компании, ведь изменения происходят во всем глобальном рынке. Важно не забывать о тех вызовах, которые сегодня стоят перед республикой и компанией, начиная от истощения сырьевой базы на территории региона и заканчивая большим количеством синтетических алмазов, которые сегодня присутствуют на мировом рынке. Синтетические алмазы на мировом рынке – это реальный вызов, который существует уже сегодня, сказал Айсен Николаев. «Алроса» подтвердила планы по добыче в 2018 году 36 миллионов 600 тысяч карат алмазов и продаже 40 миллионов карат. В компании считают, что год будет стабильным и финансово успешным. Об этом сообщил генеральный директор алмазной компании Сергей Иванов. Комментируя возможные изменения в стратегии «Алроса», Иванов сказал: «Мы сегодня имеем другую макроэкономическую ситуацию, другие цены на алмазы, поэтому все цифры долгосрочной программы развития пришлось перерабатывать. Однако новый документ все равно основывается на принятой в 2013 году стратегии». По словам Иванова, на состоявшемся 21 июня наблюдательном совете обсуждались проекты в Африке, маркетинговые инициативы, приватизация Смоленского гранильного завода «Кристалл» и поддержка гранильного производства на территории республики. Дмитрий Медведев выразил уверенность, что пакет документов по изменениям в пенсионное законодательство будет рассмотрен в первом чтении в весеннюю сессию Государственной Думы. Об этом он сказал в ходе совещания о мерах по развитию экономики и социальной сферы 26 июня. «Мы рассчитываем, что этот пакет будет рассмотрен в первом чтении в весеннюю сессию. Предложенные изменения в пенсионное законодательство начнут действовать со следующего года», сказал Медведев. Премьер-министр подчеркнул, что целью этих изменений является достижение ситуации, когда дополнительные ресурсы можно будет направить на увеличение пенсий, обеспечить долгосрочную сбалансированность пенсионной системы. Из-за запланированного повышения налога на добавленную стоимость с 18 до 20% роста на жизненно важные товары не будет, сообщил первый вице-премьер правительства Российской Федерации, министр финансов Антон Силуанов. По расчетам Минфина, повышение налога на 2% принесет бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год. Эти дополнительные средства, по словам Силуанова, пойдут на развитие социальной инфраструктуры, на образование, здравоохранение, социальное обеспечение и культуру. То есть на те цели, которые были поставлены президентом в указе от 7 мая текущего года.
Эти деньги пойдут на формирование так называемого человеческого капитала и в конечном счете вернутся более высоким качеством тех услуг, которые оказывает государство, подчеркнул Силуанов. Собираемость налогов растет, фирм-однодневок становится меньше. Об этом на встрече с президентом России рассказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Кроме того, Мишустин сообщил о создании, пока в виде проекта, специального мобильного приложения для самозанятых. Приложение позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи фактически без налоговой отчетности, без сдачи каких-либо специальных справок и документов. Мишустин попросил поручить отработать технологию пилотно в 4 регионах – Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Так же, как это было при внедрении онлайн-касс. Путин предложение поддержал. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии. Так, глава государства поручил до 15 июля внести поправки, предусматривающие субсидии до уровня 6% годовых процентной ставки по ипотечным кредитам. К осени Кабинет министров должен предоставить предложения по усилению координации деятельности федеральных и региональных властей в сфере обращения с отходами, а к октябрю – о совершенствовании механизма субсидирования внутренних пассажирских авиаперевозок. Федеральной антимонопольной службе поручено организовать мониторинг цен на авиационное топливо и авиабилеты в целях недопущения их необоснованного роста. Также правительство России совместно с региональными властями должны проанализировать порядок предоставления государственных жилищных сертификатов гражданам, жилье которых было признано непригодным для проживания вследствие стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций. Августовские фьючерсы на нефть баррель марки WTI поднялись выше $70 впервые с 25 мая 2018 года. По состоянию на 19:21 по московскому времени вторника баррель WTI стоил $70.39. Стоимость WTI подскочила после сообщения Госдепа США о том, что Соединенные Штаты обсудят с Китаем и Индией полное прекращение ими закупок иранской нефти. Цена августовского фьючерса на баррель нефти марки Brent поднялась во вторник вечером свыше $76. Подорожание произошло на фоне опасений рынка, перебоев поставок ливийской нефти, а также ожиданий трейдеров по росту добычи сырья странами ОПЕК+, куда входит и Россия. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.